Здравствуйте. Основная тема сегодняшней передачи – как научить ребенка вести себя с незнакомыми людьми. Но в данном случае речь пойдет не об правилах этикета, а о том, каким образом безопасно себя вести с незнакомыми людьми как на улице, так и у себя дома. Мы обратимся к этой теме сразу же после сообщения о наиболее заметных событиях дня. Газета «Коммерсант» сегодня возвращается к теме того, кто будет будущим президентом нашей республики. Хотя газета об этом напрямую не пишет, но, видимо, этот интерес спровоцирован был вчерашним интервью Павла Бородина в «Комсомольской правде». Павлу Бородину исполнялось 60 лет, и, отвечая на вопросы корреспондента «Комсомольской правды», он дважды, я бы так сказал, двусмысленно высказался относительно своей связи с Якутском и Якутией. Так вот, «Коммерсант» сегодня решил напрямую обратиться к пресс-секретарю с тем, чтобы разобраться, расставить все точки над «и». И тот заявил буквально следующее. Это всего лишь слухи и домыслы. Никто Павлу Бородину подобных предложений не делал. И далее пресс-секретарь продолжает, что Павел Бородин на посту госсекретаря не видит себя в другой должности, и у него на этом месте имеются большие планы. Конец цитаты. Тем временем сегодня газета «Якутия» публикует закон о президенте Якутии. Он был недавно видоизменен Госсобранием нашей республики. В момент подготовки этого законопроекта, а также и сессии самой, достаточно много было комментариев по этому поводу. Наверное, поэтому останавливаться на каких-то деталях и не стоит. Еще одна публикация из газеты «Крым». Сегодня она задалась вопросом, каким образом расходуются средства, выделяемые на развитие агропромышленного комплекса. Автор этой публикации Владимир Степанов утверждает, что 60-70% этих сумм расходуются каким-то таким способом, что деньги просто до села не доходят. Корреспондент считает, видит корень зла в чиновников, которые, как он считает, не умеют работать. Ну и еще одна новость, связанная с средством массовой информации. Агентство «Саха-Ньюс» сегодня опубликовало открытое письмо вице-президенту Акимову. В нем агентство, я имею в виду, пишет о том, что Акимов, видимо, дал такую установку своим чиновникам, что они в результате препятствуют корреспондентам этого информационного агентства получать информацию о деятельности органов государственной власти нашей республики. Ну, замечу между тем, что наша Якутия, так скажем, идет в русле тенденций общероссийских. Я имею в виду в данном случае то, что независимая международная неправительственная организация «Репортеры без границ» недавно опубликовала рейтинг стран по свободе средств массовой информации. Так вот, Россию эта организация «Репортеры без границ» опустила в этом рейтинге на 147 место. Год назад Россия занимала 138 место. Ну, справедливости ради, надо сказать, что и наш основной оппонент по свободе совести, Соединенные Штаты Америки, в этом же рейтинге также опустились на 53 место. К новостям города. Накануне в одной из постоянных комиссий окружного совета депутатов нашей республики, столицы республики, была обсуждена реализация муниципальной программы «Ночной город». Было констатировано, что основные программные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с теми сроками и объемами, которые программой предусмотрены. Ну и кроме того, на этом же заседании рассматривались проблемы, связанные с другим узким, скажем так, местом. Это так называемый маневренный фонд. Потребность в нем очень большая. Сейчас примерно 280 семей погорельцев заселены в этот самый маневренный фонд, а очередь почти такая же. 210 семей. Это главным образом те, кто в результате пожаров остались без крыши над головой. Ну и попутно напомню, что завтра депутаты окружного совета Якутска планируют собраться на внеочередную сессию, главным вопросом которой станет избрание первого заместителя председателя окружного совета. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней нашей передачи – это безопасность детей. Как это ни прозвучит парадоксально, но основные новые каноны требований этой самой безопасности входят явно в противоречие с теми нормами морали и поведения детей, которые декларировались совсем еще недавно. Вот я сегодня как раз проводила урок в 11 классе, да, и ребята тоже задавали вопрос, а почему раньше-то говорили, идет бабушка-старушка, да, несет тяжелый чемодан, да, а мы раньше говорили, ты обязан, как настоящий мужчина или помочь. Школьник, помочь, да, а я вот вам сейчас говорю, да, может быть, да, где-то там
можешь помочь, если уж очень сильно жалко, да, но до подъезда, ни в коем случае не заходя в подъезд, ни в коем случае не заходя на этаж, да, потому что существует для малышей, вообще существует такое как бы правило 4 нет, да, не знакомиться с незнакомыми людьми, не садиться в машину, да, не разговаривать на улице, ну, то есть можно это продолжать, поэтому вот с малых лет учить надо, как, то есть не просто вот что, как выучили, как дважды два 4, вот это нельзя и все, да, надо объяснять. А порой вот бывает так, что у родителей не хватает просто времени. Ну, у родителей свои проблемы. Ну, совершенно верно, да, но хотя я, например, считаю, что самая первая и самая большая проблема это мой ребенок. Да. И 4 нет, да, но это ладно, они заучат, вызубрят, можно даже сказать. Они вызубрят. А как определить вот этому мужчине или этой женщине? Вот достану два плакатика, да, вот сидишь ты один дома, да, в замочную скважину, посмотрел, вот какие вот они, да? Это у вас замочная. Да. А замочная скважина, вот она заглядывает, да, ребенок. Вот, Она по сути может оказаться вот такое, да, то есть они, мордашки-то те же самые. И вот объясняет, что не надо как бы всем особо доверять, а нужно, может быть, более внимательно, то есть уже с малолетства уже думать как-то надо, но они могут думать только в том случае, если мы научим их. То есть любой даже взрослый человек, вот согласитесь, да, никогда не знает, где его поджидает какая-то опасность. Ну, да. Но не зря же вот психологи, например, проводили же, я говорила тогда маме вот этой девочки, психологи же проводили такой эксперимент, они взяли вот там шикарную комнату, сделали мягкие стулья, то есть создали такую мягкую обстановку, да, и просто тихую музыку разных абсолютно людей, детей, взрослых, бабушек, дедушек, мужчин, там, национальности и все остальное. Поставили огромный телевизор и взорвали его. Просто вот так, между делом, да, и пошел огонь, дым, там, смрад вот этот, и посмотрели просто, как реагируют люди, вот как бы издалека камерами, да. И посмотрели, вот так условно поделили как бы людей на 3 части, что оказывается все люди, независимо от того, взрослый он или ребенок, да, а у них, они вот условно делятся на 3 части, то есть они, первая часть у них стопор такой, у них вот все, они ни слова сказать, ни встать с места, они ничего не могут. Да? Вторая категория людей, у них паника жуткая. То есть они забывают даже, что рядом близкие люди и прочее. Единственное, что вот это как вот в детстве тютю, вот она, да, уйти отсюда, от этой ситуации, чтобы не видеть всего вот этого, тогда как бы проблема вся решена. Да. А третья категория людей, она видит вот это, тоже боится, тоже пугается, люди же все. А потом они берут себя в руки и начинают действовать. Кого-то там растолкали, кого-то убрали, кого-то помогли, начинают тушить, начинают приводить все это в порядок. И когда выяснили, а по какой причине, почему вот такое разногласие, такая разница, оказалось, что по сути вот эта третья категория людей, она когда-то сталкивалась с такой проблемой. Пусть не напрямую, да, она слышала, видела, кто-то рассказывал, кто-то говорил, да, вот поэтому мы много очень говорим. И когда мы пытаемся, вот, например, на уроках говорить, да, я стараюсь не правилами, вот как вы говорите, можно заучить 4 «нет», да, как понять, а наоборот эти ситуации проигрывать, так чтобы они сами говорили. А вы знаете, как они интересно говорят? Они вспоминают все, что было, они рассказывают напрямую, то есть они, когда вживаются в это, в ситуацию в эту, она у них остается вот здесь, а не на бумажке, да? Хотя нет такой статистики, но можно предположить, что безопасность детей на улицах и дома – это одна из головных болей их родителей. Эта боль тем более усиливается в канун осенних каникул школьников. Больше спите, больше дома бываете одни, да? То есть мама утром вас растолкала и говорит: сынок, закрой за мной дверь, я пошла на работу. Да? Вы встаете в полусонном состоянии, иногда и не встаете, потому что вам не нужно идти в школу. Бывает такое? Бывает, да. Закрыли дверь, предположим, да, ушли родители, да, что делать, если вдруг потом, иногда бывает закрыли, иногда не закрыли, да, то есть свободный доступ. Вот статистика говорит о том, что во время каникул краж больше бывает. Я им говорю, если вдруг вам кто-то ломится в квартиру, да, они должны знать несколько вещей. Ну, например, должен быть своя телефонная книжка, своя. То
То есть не справочник телефонный, где там ребенок вот в таком состоянии, когда у него выламывает дверь, а у него должно быть четко. Вот это мамин телефон, это папин телефон, это телефон вот тети Маши, которая живет напротив, которая быстро придет, подруга, да. Он должен знать, что если, допустим, вы живете с соседями дружно, что если у вас какая-то большая проблема, можно постучать по батарее как-то особенно, и они придут. Да? Он должен знать, что если, допустим, в квартире вдруг что-то такое происходит, ты не можешь выйти, там дверь заклинила или там пожар какой-то, то есть балкон еще, да, на который можно выйти и как где-то позвать, да, но при этом закрывая там двери, чтобы не было сквозняков и прочее. Вот здесь вот разговор конкретно шел, если вдруг к вам в квартиру ломится какой-то незнакомый, да, во-первых, никогда не говорить, если вам перед этим еще позвонили, да, спрашивают, папа дома, а мы говорим, нет, а мама дома, нет, а когда придут, ой, они целый день работают, не скоро, да, вот вам, пожалуйста, вы одни дома, все, сориентировались, да, или звонят, стучат вам в дверь, открой, пожалуйста, я принес там маме что-то, да, посылка там и прочее. Вы начинаете, посылка, значит, нужно ее забрать. Нельзя этого делать. Оставьте, пожалуйста, есть много предложений, оставьте соседям, да, приходите тогда, когда придет мама, допустим, да, но если долбятся в двери и говорят, открывай там немедленно, а если вы чувствуете еще, вскрывает, конечно, нужно, все должны знать телефон 02, да, но опять же, и они сами говорят, а если вдруг они обрежут телефон, то есть провод, да, то есть они уже начинают домысливать, да, а если они обрежут, тогда, у вас сотовые телефоны? Они говорят, у нас нет сотового телефона. А кто вам мешает сделать вид, что у вас есть сотовый телефон? А как? Обыкновенно к двери подходите, чтобы вас слышно было, и кричите, там, Петька, давай сюда, папин сотовый, да, в милицию звонить будем. А они говорят, да Петьки нет там. Я один же дома-то, а кто вам мешает сказать, что там кто-то есть? Правда, да? Потом начинает, а что говорить? А вот если вы будете говорить там, милиция, приезжай ко мне, то вам никто не поверит, и преступник не поверит. Значит, вы должны четко, вот отрабатываем, как должны они говорить. Да? Какой текст? Они должны говорить четко, что адрес такой-то, такой-то, ко мне в дверь, квартира такая-то, ломится такой-то человек, телефон такой-то, такой-то, такой-то. Все. Можно, наверное, даже так сказать, что вот в той книжке, о которой вы упомянули, где телефоны, может быть, даже прописать даже и тексты, какие, на какой случай. Нет, ну может быть и тексты, но... Чтобы родители, я имею в виду, знали, что туда написать. Например, вот ребятишкам всем говорю, каникулы, сейчас темнее начинается, да, вот что делать, если на улице, вот ты чувствуешь за собой слежку, да? Кто-то идет. Кто-то идет, кто-то пытается обидеть, да, ну, есть у тебя такое предположение, что страшно, нам взрослым-то страшно бывает, ребятишкам тем более. Вот как бы вот здесь в микрорайоне школа, они привыкли, они где бы что ни случилось, они бегом сюда бегут, да, сразу, помогите. Но это если днем, если вечером, ну говорю о том, что ни в коем случае не позволять себя уводить куда-то в закоулок, да, выбирать светлые места, выбирать там, где много народу, там, где светятся окна. Обязательно родители должны знать маршрут ребенка. То есть вот даже вплоть до таких мелочей, вот с этой стороны школы он будет выходить или с этой стороны школы. Да. То есть они должны обязательно знать, потому что на случай, если вдруг когда-то понадобится там и прочее. То есть родители должны потребовать у ребенка, там, объяснить ему о том, что он должен один и тот же маршрут. Ни в коем случае не сокращать пути вот эти, да? Ни в коем случае не задерживаться нигде, вот о чем мы всегда говорим. Школа закончилась, приди домой, поставь сумку, скажи, куда ты, с кем ты, насколько ты, и тогда уже можешь идти. Родители всегда должны знать, что ребенок вернулся из школы. Вы уже сказали, что ОБЖ у вас сейчас, ну как сказать, по штату, по расписанию начинается с 8 класса. Да, вот приходят восьмиклассники. Вот то, что касается вот именно такой криминальной безопасности своей, насколько они осведомлены, как вы думаете? Вот если бы вы ставили первоначальную оценку, то в среднем какая бы это была оценка? 2, 3, 4? Ну, 5 маловероятно, да? Нет, конечно. Ну, где-то вот так, район 3-4, наверное. 3-4. Да, потому что есть дети, которые, ну, вот общаются, они же со старшими, есть какого-то опыта набираются, да, где-то, может быть, дома. Я же не говорю о том, что родители вообще не разговаривают со всеми. Есть дети, родители, которые очень внимательно относятся к своим детям и учат их. А 11-классникам какую оценку вы поставили? Сейчас вот опять повторяла, да, 11-классникам. Человек должен предвидеть опасность, пытаться ее избежать, а если не получилось избежать, то действовать.
Понимаете? Поэтому вот самое главное это вот выработать в них вот такую как бы привычку уметь сопротивляться каким-то обстоятельствам. Вот мне кажется, вот это самое главное. Поэтому я не знаю, чем поставить. Жизнь поставит. Жизнь поставит. Вот сейчас о том, что значит, есть, так не назвать ее бандой, да, но есть группа такая вот малолетних ребят, которые занимаются грабежом и вымогательством. Да, На вот. улице. Ну, и, да, вот здесь по телефонам, по там каким-то по деньгам, по чему-то еще. Поэтому я вот их как бы говорю, что делать. Прям по каждым классам прямо вот тактику разрабатываешь. Во-первых, не разговаривать лишнее, даже не спросили телефон там или что-то. Я говорю, они не дураки, они не работают вот толпой. Мы говорим как, ой, да, 11-классник, я здоровый, я справлюсь, 12, 13, 14-летний, да? Но когда их толпа, это как вот мухи на булочку сели, да, их много, как только опасность, они сразу хопа, и нету, да, но когда они сели, то булочки не отвертеться уже, это однозначно. Поэтому каждый пощипает немножко, и ты уже не можешь справиться. И поэтому вот даю информацию такую, что лучше, если вы незнакомый человек, не надо останавливаться. Ведь что делают? Стоит, допустим, один подходит, а остальные все наблюдают. Есть опасность какая-то, что кто-то прервет вот эту беседу или нет. Спрашивает, покажи телефон, да? Ну, допустим, или там, сколько времени, или дай позвонить, да? Как только достал, говорит, о, так это же мой телефон. Вчера у моего брата стащили. Все, те огляделись, посмотрели, подтянулись. И все, уже ничего сделать, в принципе, бывает невозможно. Поэтому лучше не... Нет такого. Мимоходом, если даже и ответил, нет у меня такого, все. Не могу не закончить этот рассказ о безопасности школьников, как в дома, так и на улицах, банальным пожеланием избежать всех тех неприятностей, о которых сегодня шла речь. На сегодня все. До свидания.